Вот, блин. Никак не могу найти его. Перелетел он туда. Да не может быть. Уф. Пипец. Нервы, конечно, попортил тут у меня. Мама, не горюй. Сейчас найти бы еще его. Он смертельно попал. Так. Самое главное не перепутать с деревом. Или на этом дереве он сидел. Или еще на каком-нибудь другом. Так. Не могу найти. Как всегда. Выключаю и нахожу. Вон он. Это трудный рябчик, ребят. Вот так он сидел. Вот так. Этот рябчик просто меня замучал, честно. Потому что подлетел, сел, перестал свистеть, ворчит и все. Не могу найти. Шел, приближался. Взлетел, перелетел, потом опять перелетел. И я, как сказать, сидел так, ну, видно и без сучья примерно меньше половины тела, больше половины тела, конечно, видно было. Вот так сидел боком. Ну и стрелял. Хорошее попадание с добычей нас. 3 рябчик. Там впереди еще их 3 или 4. Ну, замучал, конечно, честное слово. Там, наверное, я 5 гигабайтов истратил на съемку. Пипец. Я не выключаюсь, думаю, вот-вот замечу. Пипец, вот это да. Ну, хоть добыл. И дождь начался. Опять дождь идет. Пару штук прямо здесь недалеко. Но сейчас свистеть не стану, просто буду идти. Может, от меня взлетят, и я увижу их. А свистеть бесполезно, не подлетает вообще. Сидят, блин. Движение — это жизнь, надо подлетать, ё-моё. Крылом надо помахать, двигаться. А то замерзнешь. Ладно, иду. Вон там дальше свистят. Сейчас я свистанул один раз. Потому что я их не увижу. Вон дальше по пути. Или здесь такое небольшое озеро тут. Может, там на островке. Или на краю где-то у реки. В общем, пойдем. Вот тропинка. Вот. Что я показывал. Вот выдра. Выдренная тропа. Идет прямо на озеро. Вон она. Не знают, где напрямик проходить. Озеро в хлам высохло. Даже видно, сколько коряк под водой здесь бывает. Пипец. Вот это засушливое лето в этом году было. Еще, наверное, метров 100 пройду. Не, пока не буду свистеть.
Вот и река, ребят. Мощная река. Вода как бы поднимается. Мутная такая, коричневая цвета сейчас. С песком вода идет. Короче, вон, оказывается. Я сейчас бахнуть могу, но он упадет в воду. Мне не достать. Сейчас свистанет. Надувается. Он свистит. Может, сюда перелетишь? А ветка сидит. Он летел. И вон еще один. Тоже под выстрел, хороший мишень. Второй вон там. Все на другом берегу. Ой, надоело. Пойду. Там гуща леса, бесполезно их искать. Пускай живут, что не наше, пускай летают. Земля круглая, встретимся еще. Очередной раз, ребят, возле этой избы, не помню только тот вон там амбар, наверное, был. Здесь изба. Там амбар. С дедом вроде мы еще ночевали тут. Ну, каждый год, если прохожу, то вот это все возле реки. Вон там река. А я по реке иду. Где-то напрямик, где-то выхожу на речку. Поэтому попадаю вот сюда. Тут яма. Может, что-то тоже погреб, типа погребе, может, было. Картошку хранили. Ну тут, конечно, выбрали они место, где изба стояла. Вон, смотрите, какая чаща. Какое-то вот, ну, нерадостное место. Жуткое место. Жуть какая-то. Там еще какая-то постройка была. Или уже сравнялся с землей. Не помню. Прошел мимо. Стороной иду. Да. Лет через 5-10 уже все вообще. Просто ты пройдешь, не заметишь его. Развалилось все. Да, когда-то жизнь кипела тут. В этих постройках строились, жили. Да и знаете, вот эта река. Здесь многие заготавливали сено. Здесь тоже от этого сруба я когда-то рябчика даже стрелял. Жуткое место вообще. Какое-то темное. Но осины есть, можно в салоне даже организовать. Осина там стоят прям пачка. К старому салонцу я еще, может, схожу. Посмотрим,
Но там сольно, она уже 2 года не добавлял туда. Если кто-то подходил в будущем году весной. Я осенью сейчас покупал лизуны эти. Соль. О, белка. Вон она, вон она. Вон она. Синенькая уже. Не боится. 60 рублей. Бери, не хочу. 60. Минус 22 рубля патрон. Вот тебе и навар. Хорошо, если одним выстрелом ты попадешь. Надо точно в глаз попасть. Но я стараюсь в глаз стрелять, прицеливаться или самый кончик носа задеть. Шкуру, чтобы не портить. Попадаешь, если нормально пристрелено оружие. Попадешь. Так шкура не портится. Так, немножко болтаю тут все равно. Рябчиков мало встречаешь-то. Ну зато лосиный рай тут, я-моё. Черт ногу сломит. Но. Столько поваленных деревьев. Они это любят. Самый раз. Так. Мне надо ориентир. Где речка? Речка вон там. Но она вот сюда придет. Куда-то сюда. Нет, левее я возьму все-таки. Непонятно. Может и прямо пойдет. Там старица, наверное. Хрен пойми. Раз в год тут прохожу, но не знаю, где лучше идти. Так, там пустырь. Но все-таки там река. Попробую напрямик. Ребят, говорю тихо. Тут Бобриное озеро. Вон там хатка старая. Смотрите, здесь сколько груздей. Грузди. Выходили. Тут я каждый год фотоловушку ставлю. Весной. Один год вот сюда ставил. Вон на то березу. Медведя заснял. Бобры, рябчики. Все это здесь было дело. В этом году также ходил там. Сейчас покажу. Блядь, сломал сучок. Ну, в надежде увидеть их. У меня лицензия есть на охоту на бобра. Так что проблем нету никаких. Если получится, без проблем я буду стрелять. Но они нам только ночью выходят. Ни разу еще днем их осенью не видел. В прошлом году здесь основная тропа была. Вот тут. Я думаю, сейчас еще рабочая тропа. Это выход к речке идет. Вон там река. Тоже сюда ставил фотоловушку. Выдру заснял. Вот тут она бегала. Так, и там новая хатка должна быть. Посмотрим, доделали или нет, достроили или нет там. А может, переход сделают отсюда. Потому что свежего завала, новых деревьев я не вижу, где бы они свалили. Так что они, может быть, даже и отсюда свалили. Вот еще один выход, тропа.
Вроде тут было еще. Не помню, вроде здесь. Что-то натаскали. Боюсь, что они отсюда свалили, ребята. Там вроде тулан я еще открывал. Замуровали вот этот угол. Тулан открывал, там отверстие. Короче, все замуровали. Да. Наверное, отсюда они уже перешли. На другой берег, там тоже озеро. Может, там они сейчас уже. Что-то нового. Я ничего не увидел. Где-то что-то новое построили бы. Или кормились чем-то. Ой, блядь. Вот такие дела. Все, ладно, идем дальше. Так что весной фотоловушку в другом месте будем устанавливать. И обычно фотоловушку на бобра ставлю. Интересно наблюдать. Придет весна, посмотрим, где свежие тропы у них будут. И рябчики закончились, между прочим. Сколько уже прошел, больше ни одного излета, ни свиста, ничего нету. Там вот где оставил, там такая стайка была интересная. Штук 5 точно было там. Может, тоже мигрируют, ищут корм на зиму там, зимой где вот жить. Выберут какую-нибудь березу. И там они будут жить, кормиться. Предатель сидит, каркает там. Смотрите, ребят, здесь они тоже закрыли вот устье озера вот тут. Просто плотину такую вот забабахали. Сколько земли натаскали сюда. Вот, закрыли все. Вот тут смотрите, какие тропы. Эта тропа идет к речке. Там еще какая-то нора. Сюда я тоже крепил один раз фотоловушку. Вот здесь заснял он росомаху первый раз. А эта тропа вроде нету там норы или есть. Нету норы. Норы я не увидел. Просто вот. А может и просто отсюда землю они брали и перетаскивали вон туда. Трудяги. Пипец. Следы есть еще. След есть. Да. Ходят. Сюда капкан и все, он твой. Вон туда, на подъеме. На эту иву закрепить тросом. Жалко это озеро в стороне. В стороне. От избы не так близко ходить пешком. Тоже проверять каждый день. Только попутно, если попадет, буду стрелять. Чтобы целенаправленно охотиться. Ну, пока я не созрел. Пока мне более интересна вот эта ходовая охота на рябчика и на глухаря. В разные стороны ходить от избы. Не однообразного сюда, скажем. Можно на лодке рыбачишь, тык-тык-тык-тык, и проверяешь капкан. Но это уже, знаешь, когда будем в возрасте,
когда тяжело будет ходить, станем ленивыми, вот этим мы займемся. Сейчас ищем. На реке туман. Воздух теплый, а от сырости прохлада идет. Вот и туман образовался. Тепло на улице. Молчат рябчики, ребят. Совсем тишина. Пробираюсь, ребят, по такой чаще. Еще метров 300, наверное, остается. Будут уже мои тропинки. Я часто хожу, чищу. Да. Все-таки сейчас уже сгнило. Здесь 2 метра высоты, вот это все было чаще. Бурелом отнесла. Ну, за годы дерево сгнило, все это дело. Ну, думаю, даже скоро будет здесь хорошо ходить. Вот эти все ветки сломаются, сгниют. Да и ствол дерева то же самое сгниет. Вот. Ну и еще вот так. Вот, смотрите. Я весь сырой. Даже сегодня под плащом немножко я отсырел. Из-за того, что вода попадает во все щели. Пуговицы расстегнуты. Надо шапку какую-нибудь придумать. Непромокаемую. Так, вот. Не знаю, где лучше идти. Ой. Кругом вот такие завалы. Бесконечные. Пока тишина, ребят. Рябчиков нет. Фух. Время от времени так включаюсь. И дальше путь. Сам себе не верю, что прошел я через все это. Ой, блин. Да, здесь вот мой зачес. Наконец-то. Ой, блин. Ой. Застрял. Фу. Ну все. Здесь я на большой земле. Я уже почти как дома. На Чили еще 2 километра осталось. И все. Но здесь мне легче будет идти. Там вон видно, как зачесы обновлял я. Пипец. Да. Нормально. Романтика. Интересно. Зато интерес, ребят. Интересно. Но врагу не пожелаю. То место, где я сейчас прошел. Очередной перекур, ребят. Завариваю чай. В горле пересохло от этого свиста. Свищу что-то. Никто не отзывается. На речку смотрю. Речка становится вообще большая. И пена идет. По реке пена идет. Ветер поднимается.
Это вообще штиль был. В общем, пью чай. Кушать вообще не хочется. Вот так. Долгожданные рябчики, ребят. Видел один, на эту сторону перелетел. Там, наверное, их двое, и там вдалеке еще один. 3 штуки точно есть. Почему-то в сторону отлетел от меня дальше. Вдалеке он там свистит. На это по пути. В нашу сторону подлетел. Он где-то в этих деревьях. Еще дальше. Увидел одного. Две штуки там сидят. Две штуки там. Вообще не вижу. Оптика спотела, блядь. Пипец, оптика спотела. Не вижу веток. Рябчиков вижу. Ой, бля. Да. Под ранком улетела. На другой берег улетел. 3 штуки тут, оказывается, есть. Вот блин. Этот есть. Там вроде еще один.
А может и нет. Должен еще один быть. Где-то с елки, наверное, вон ветка. На березе, наверное, был. Или на елке, не понял. Короче, выскочил и улетел. Я его не увидел. А этот упал. Значит, 3 штуки их было тут. Угу. Так, вижу его. Вот он. Вот он, рябчик.